Добрый вечер. Время новостей на телеканале «Осетия и Рештон». В студии Валерия Козаева. О главных новостях расскажем прямо сейчас. Температура воздуха в них должна соблюдаться. Это школы, детские сады, больницы и так далее. В республике возобновят подачу отопления. Такое поручение на еженедельном аппаратном совещании дал Сергей Миняйло, МинЖКХ и главам районов. Какие вопросы еще обсудили? Я надеюсь на нашу совместную работу. Есть предложения о совместных проектах. Представители Общественной палаты Республики Крым в эти дни находятся в Северной Осетии с рабочим визитом. Программа насыщенная. Встречи, конференции и подписание соглашения о сотрудничестве двух республик. Естественно, все, что связано с Осетией, очень интересно нам в нашей республике. Фильм «7 черных бумаг» бьет рекорды осетинского проката. Билеты раскуплены на несколько дней вперед. Из-за ажиотажа кинотеатры даже добавляют дополнительные сеансы. Жители республики с начала этого года заключили 563 социальных контракта. Из них 268 на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, 118 по ведению личного подсобного хозяйства, 80 контрактов по поиску работы. Об этом на аппаратном совещании Сергей Миняйло доложила министр труда и социального развития Алина Айдарова. Говорили и о здравоохранении. 90 628 граждан прошли диспансеризацию. Что касается льготных лекарств, с начала года обслужили почти 80 тысяч рецептов. Из-за низких температур в республике возобновят подачу отопления. Сергей Миняйло поручил МинЖКХ и главам районов взять вопрос на контроль. Главы районов, вы тоже анализируете температуру воздуха на улице, да? Вот. И своим решением, так как вы закончили отопительный сезон, своим решением введите его заново. Дальше. У нас есть социальные учреждения. Да, они тоже должны быть, их температура воздуха в них должна соблюдаться. Это школы, детские сады, больницы и так далее. Сегодня же в правительстве обсудили подготовку к предстоящему отопительному сезону и подвели итоги прошедшего. По словам профильного министра Майрана Тамаева, отопительный сезон прошел в штатном режиме без серьезных аварий и срывов. Этому способствовала серьезная подготовительная работа. Мониторинг аварийных ситуаций проводили круглосуточно на протяжении всего отопительного периода. Майран Тамаев также отметил, что по поручению главы Северной Осетии Сергея Миняйло на неделю будет возобновлен отопительный сезон в многоквартирных домах и на социальных объектах. Это связано с низкой температурой и погодными условиями. Обращаясь к участникам совещания, Борис Джанаев подчеркнул, что при подготовке к предстоящему отопительному сезону необходимо обратить внимание на недочеты и выявленные нарушения прошлого сезона и принять меры по их недопущению. Особое внимание уделять заблаговременному получению паспортов готовности к очередному отопительному периоду. Еще раз я попрошу все и надзорные органы, соответственно, с муниципальными образованиями, с руководителями, с теплоснабжающими организациями совместно отработайте. Обратить внимание на поручение главы республики. Прямо на контроль взять эти все вопросы о консолидации к новому сезону теплотрасс, котельных, социальных учреждений. Коллеги, от нашей с вами совместной работы зависит качество жизни наших граждан. Вопросы переселения жителей Северной Осетии из оползневых зон обсудили в правительстве республики. Совещание провел премьер Борис Джанаев. Эта тема ранее поднималась главой республики Сергеем Миняйло на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Сегодня под угрозой разрушения находятся дома в селах Предгорная, Малый Малгобек, Кизляр и Сухотская Моздокского района. Аналогичная проблема существует и в других районах республики – Алагирском, Дегорском и Иравском. Борис Джанаев отметил, что республике предстоит направить в федеральные органы власти необходимый пакет документов, а также предложения по поэтапной реализации мероприятий.
В Северную Осетию с рабочим визитом прибыли представители Общественной палаты Республики Крым. Сегодня они встретились с представителями Комитета по делам молодежи, общественных организаций, национально-культурных обществ и научного сообщества. Говорили о важности патриотического воспитания, дальнейшем взаимодействии в этом направлении и об участии в совместных проектах. Также в рамках визита Общественные палаты двух республик подпишут соглашение о сотрудничестве, после чего состоится конференция «Победное дыхание крымской весны». Конференция, подписание, посещение Южной Осетии. Там мы тоже подпишем соглашение. И я надеюсь на нашу совместную работу. Есть предложения о совместных проектах. В частности, проект «Школы побратимы великой страны», который у нас уже идет. Изначально он планировался как проект со школами из наших вернувшихся регионов, между школами Крыма. Но сейчас он стал более широким, более масштабным. Я надеюсь, Северная Осетия, Алания присоединится к этому проекту. Владимир Владимирович Путин объявил 12 мая новым днем воинской славы, поскольку этот день воинской славы знаменует собой 80-летие освободительной крымской операции, а также в связи с тем, что и десятилетие возвращения Крыма в родную гавань отмечается, мы решили более тесно пообщаться с нашими коллегами. Приехавшие к нам представители Общественной палаты Крыма не понаслышке знают о событиях Крымской весны. Они прошли все события, эти трагические, сложные, но тем не менее победные события. У них прекрасный опыт работы, в том числе работы по патриотическому воспитанию. Во Владикавказе наградили победителей конкурса «Люблю свой район» в номинациях «Достопримечательности района» и «Знаменитые личности» и «Выходцы из района». Участвовали порядка 130 школьников с 7 по 11 класс. Команды присылали видеоработы, жюри, в составе которого ежегодно сотрудники нашей телекомпании оценивали их по нескольким критериям. Содержание, уникальность, творческий подход, культура речи и, конечно, доступность изложения. С приветственной речью к ребятам обратилась руководитель НТК сети «Ирештон» Ирина Каргинова. Не останавливайтесь, это очень важная работа, и надо сделать так, чтобы вашу работу увидело большее количество людей. А для этого создавайте каналы в сетях, создавайте какие-то свои странички. Пусть ваш труд, ваше дело уходит в интернет, для того, чтобы вы охватывали, это уже такие прикладные истории, да? Для того, чтобы вы охватывали как можно больше людей, чтобы вас видели. Также на мероприятии присутствовали председатель парламента республики Теймураз Тускаев и министр образования и науки Элла Алибекова. Они наградили ребят грамотами и денежными сертификатами. А еще поздравили с успехом и отметили любовь к своей малой родине. Одна из важнейших составляющих, формирующих личность человека. Очень здорово, что вы заинтересовались этим конкурсом, и очень хочется, чтобы этот конкурс мотивировал вас, ваших одноклассников и жителей нашей республики, чтобы они узнавали и интересовались биографией и жизнью других людей, других выдающихся личностей. Когда вы значимы для всего общества, развиваете свою республику страну, это уже совершенно другой уровень амбиций. Поэтому именно такими будьте строгими к себе, ставьте перед собой большие задачи, а эти большие задачи раскладывайте в ежедневники и решайте ежедневно маленькие задачи, которые позволят вам стать большими людьми. Научить детей важным навыкам. Финал первенства Северной Осетии по начальной военной подготовке на призы Сергея Миняйла провели в Северной Осетии. Глава лично посетил площадку стрельбища «Тактика», проверил, какие условия создали ребятам, и отметил, эту дисциплину в школах важно возродить. Дети учатся главному – любить родину и уметь постоять за нее. Школьники со всех районов республики и Владикавказа соревновались в 3 направлениях. Умение стрелять из автомата, переносить сильные физические
физические нагрузки и оказывать первую медицинскую помощь. Возраст участников от 14 до 17 лет. Желающих проверить свои силы было около 2000, а отбор прошли всего 130. Их подготовили инструкторы учебного центра «Авангард». Первое место заняла школа селения Црау, на втором ученики Ерестонского округа Владикавказа, почетная бронза у 4-й школы Лагира. Лучшим командам вручили дипломы, кубки, медали и сертификаты на прыжок с парашютом и полет на планере. Глава Северной Осетии показал мне, как правильно обращаться с оружием, чтобы это было удобно, практично, эффективно. Поэтому для меня это тоже как ценный опыт, ценные знания от человека, знающего это дело. На первом этапе районом наша команда заняла призовое место, и нам предложили поучаствовать в республиканском этапе. И для меня это первый опыт стрельбы, поэтому мне сегодня было очень интересно на самом деле. Даже пройдя единственное первое испытание, я уже ощутил какие-то новые эмоции. Мы в свое время столкнулись с тем, да, что первую помощь медицинскую оказать не могут. Да, но раньше в школах это преподавали, основы первой медицинской помощи. Мы же с вами понимаем, да, что от своевременного оказания помощи зависит жизнь человека. С инициативой ввести в школах начальную военную подготовку мы уже выступили. Школьную программу ввести вместо или совместно с ОБЖ ввести начальную военную подготовку. Это одна из ступеней подготовки к службе в вооруженных силах. Небывалый для осетинского кино ажиотаж. Билеты на фильм «7 черных бумаг» режиссера Анатолия Колеева пользуются большой популярностью. Билеты раскупают буквально за несколько часов. Премьера состоялась 9 мая. Кинотеатры города добавляют дополнительные сеансы. Сюжет рассказывает о двух братьях в годы Великой Отечественной, которые подговаривают почтальона прятать похоронки до конца войны, чтобы не лишать семьи надежды. Съемки проходили в Северной Осетии, в том числе в высокогорном селении Камунта. Картину показывают на русском и осетинском языках. Фильм снят в Осетии. Фильм снят людьми, которые живут в Осетии, показывает Осетию изнутри. Естественно, все, что связано с Осетией, очень интересно нам в нашей республике. Поэтому он пользуется очень большим спросом, этот фильм. И фильм снят про нас. Это наша история. Это наши места показаны в фильме. Поэтому, естественно, люди идут и с большим удовольствием смотрят. Больше 800 голов разной породы. В сельскохозяйственном кооперативе «Нива» крупнорогатый скот разводят с особой любовью. График дня животных тщательно расписан. Особое внимание уделяют качественному питанию. Кормят экологически чистыми продуктами. Это залог качественного и полезного молока. Моя коллега Дана Малышева расскажет, как специалисты планируют развивать хозяйство. Это помещение ветеринар Сергей Вигель ласково называет родильным отделением. Некоторым малышам всего несколько дней. Неуклюжие телята только кажутся беспомощными. На самом деле новорожденные сразу начинают ходить. А пить воду из ведра могут даже в первый день. Выращивать из таких крох породистый крупнорогатый скот. Заслуга двух телятниц. Работают по очереди, труд тяжелый. И его ценят в кооперативе «Нива». Как отелится, через 2 часа доярочка подоит, телятница напоит молозивом. Самое главное молозиво попить. И все. И вот процесс пошел. Пить молочко до месяца. А потом переводим уже их на улицу, переводим на корма, на грубые. И все. И они растут. Вот и весь процесс выращивания. Есть, конечно, свои нюансы, и болезни есть, и все есть, и без этого никак. Ну, вроде все идет нормально, падежа практически не бывает. Не практически, а нету. Здесь уже держат коров исключительно молочного направления. Все буренки популярной галштинской породы. Много вот таких черно-пестрых. Правда, кооператив уже переориентируется на красно-пестрых. Как говорит зоотехник, коричневые с белыми пятнами дают больше молока. А еще они не такие капризные. Красно-пестрые меньше болеют. Работники внимательно следят за кормом. Сейчас в рационе сенаши сила, с которой остались еще с осенних заготовок. Со дня на день стадо должны перевести на свежую траву. Животным тоже постоянно давать концентрированные корма. Это тоже не положено и не должно быть.
Все-таки кислота, как говорится, кислотные массы здесь большие. Нет, будем переходить на зеленые. Это и молочко. Да, немножко, может, где-то в жире мы потеряем, но мы приобретем в количестве молока. Кормят еще раз комбикормом, но это хитрость доярок. Они привлекают их едой и надежно фиксируют на месте, чтобы подоить. Коровы точно знают, во сколько у них ужин. Если не запустить вовремя, начинают возмущаться и громко мычать. Во время кормежки ветеринар обращает внимание на поведение животных. Одна из коров отказывается есть. Проблемы с желудком. Лечением как раз займется Сергей Вигель. Будет отпаивать раствором. Специалист, как и положено, вакцинирует телят с 3 месяцев от бруцеллеза, ящера и других опасных заболеваний. Ну, все плановые прививки мы делаем по плану, все как положено. Биркуем мы 100% все поголовье. Вот уже полгода, как мы начали выжигать, номера такие, бирки падают, теряются. Но мы сейчас азотом жидким выжигаем. Какие получаются номера, это уже пожизненно будет. Кооператив «Нива» расположен в Моздокском районе. Здесь почти 800 голов крупнорогатого скота. Здоровье всего стада полностью в руках Сергея Вигеля. Ветеринар ответственно раз в квартал сдает кровь животных на анализы. Во Владикавказской лаборатории проверяют, болеют ли коровы, например, лейкозом или туберкулезом. Последние результаты получили буквально на днях. Опасаться нечего. Молоко безопасно и, конечно, полезное для человека. Но это не исключает меры предосторожности. Вымя обязательно моют, массируют и только потом подключают доильный аппарат. У нас девушка с характером, коровка эта. Одна такая корова за раз может дать от 20 до 25 литров молока. Оно проходит через 3 этапа фильтрации, а потом попадает в холодильник. Часть молока, естественно, идет на продажу. За качество продукта ручаются. Все, чем кормят стадо, выращивают сами на своих полях. Из покупного лишь жмых подсолнуха. У работников сельскохозяйственного кооператива «Нива» есть мечта – открыть собственный цех по переработке молока. Дана Малышева, Казбек Басаев. Новости Осетии. Шахматный турнир «Надежда» для детей до 9 лет проходит во Владикавказе. Это отбор на первенство России, которое стартует в Костроме уже через неделю. Участвуют 34 мальчика и девочки, школьники и даже детсадовцы. Самым юным едва исполнилось 5 лет. Несмотря на возраст, у каждого разряд не ниже 3-го юношеского. Малышам напомнили правила. Контроль времени на партию 1 час плюс 30 секунд на каждый ход. Организаторы Федерация шахмат Северной Осетии при поддержке профильного Министерства республики. По словам специалистов, вид спорта с каждым годом становится популярнее. На первенстве страны Северную Осетию представят 3 сильнейших. Я соблюдаю одну пословицу: не говори хопа, пока не перепрыгнешь. Мне 6,5 лет, я уже 2,5 года занимаюсь шахматами, мне очень это нравится, я очень долго готовился к этому турниру. Турнир проходит по швейцарской системе в 7 туров. Значит, система такая: победитель играет с победителем, побежденный с побежденным. Ну и в итоге, значит, к финалу подходят те, кто набирает наибольшее количество очков. Ну и распределение таким же образом происходит. То есть победитель, набравший наибольшее количество очков, ну и так далее. И еще о спорте. Чемпионаты первенства СКФО по фехтованию завершились во Владикавказе. Участвовали мужчины и женщины из Северной Осетии, Дагестана и Ставропольского края. Чемпионат отборочный. Лучшие представят свои регионы на первенстве России в Туле. Соревнования проводят по федеральному проекту «Спорт. Норма жизни» нацпроекта «Демография». Мы ожидаем результатов самых наивысших в этом чемпионате. И ситуация с фехтованием в республике очень радует, потому что уделяется внимание нам, мы не жалуемся. То есть на все предыдущие соревнования по юниорам, по кадетам были отправлены лучшие наши спортсмены. Да, и думаю, что в дальнейшем тоже будет то же самое уделяться именно фехтованию. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.